Друзья, всем привет! И сейчас я вам расскажу об очень интересном. Мы создали в Верховной Раде межфракционное объединение «За Вильный Кавказ». Что это, зачем, почему, сейчас обо всем вам подробно расскажу. А вы подписывайтесь на канал. Знаете, я обратил внимание, что больше половины тех, кто смотрит видео мои, не являются моими подписчиками. Это нужно срочно исправлять, присоединяйтесь, пожалуйста. И тогда больше людей увидит правду. И вот сейчас будет очень важная тема. Я хочу, чтобы как можно больше людей ее они услышали, особенно с Кавказа. Потому что тема на самом деле очень важная. Мы говорим о том, что российская это зомби-империя. Это на самом деле зомби-империя. Знаете, вот как восставшие из ада. Когда-то это была Российская империя, потом Советский Союз, теперь Российская Федерация. Но суть не меняется. Они хотят порабощать народы, это тюрьма народов. Это было сказано давно, но это абсолютная правда. И одни из таких народов, которые эта империя поработила, это народы Кавказа. Дагестанцы, чеченцы, осетины, ингуши, аварцы. Там, в общем, это можно продолжать, этот список народов, которые... Когда-то их там был такой черкесский народ, да, черкесы, можно говорить о том, что все эти народы порабощены, собственно говоря, Россией. Россия захватила этот регион в 19 веке во время тяжелых войн. Кавказские войны длились десятилетиями. Горцы мужественно сражались, но в конце концов Россия их покорила. И в 91 году, когда Советский Союз распался, РСФСР сохранилась, стала Российской Федерацией. Ну и, соответственно, одни народы высвободились из-под гнета, украинцы, литовцы, эстонцы, латвийцы, грузины, азербайджанцы, армяне, а другие нет. И остались частью этой зомби-империи. И, к сожалению, сегодня они не просто страдают, а колоссально страдают от их действий. Еще в 19 веке, Россия осуществила геноцид черкесского народа. И это именно геноцид, и мы будем добиваться его признания таковым. Ну а уже в 20 веке и в конце 20-го, в начале 21-го осуществила фактически новый геноцид чеченцев во время чеченских войн. Это страшные преступления, которые там совершались. А дальше что сделала? А дальше, поработив их и подавив их сопротивление, нашла местных коллаборантов, семью Кадыровых, и устроила из них таких себе мясников, убийц ручных, которые, с одной стороны, полностью им подчинены, а с другой стороны, они пугают и их, собственно говоря, население, и самих чеченцев нормальных, которые там живут. То есть вот таких коллаборантов взрастили, псов, против своего же, их же народа и всех остальных. Сегодня мы это видим. Смотрите, тех, кого Россия покорила в конце 90-х, начале 2000-х в Чечне, так вот тогда еще не родившиеся чеченские мальчики, тех из них, кого Россия потом пропагандой и обработкой превратила в таких кадыровцев, янычар, которые забыли свою культуру, забыли свои корни. Дальше она их кинула убивать уже украинцев, вот то, что мы видим сейчас. В этом же их идея этой империи. Дальше их задача захватить украинцев, как они уже тех, кого захватили на Донбассе, кинули против других украинцев. Если бы им удалось захватить всех украинцев, кинули бы украинцев против поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. В этом суть этой империи. При этом отношение к этим людям у них абсолютно хамское, настолько отвратительное. Они их считают людьми низшего сорта, но они самые настоящие нацисты. Вот они кого-то хотят денацифицировать, но сегодня нацизм возродился именно в России. Послушайте, что говорят вон в Белгороде, совсем недалеко, там, где часто бавовна. Посмотрите, как малолетний пацан в балаклаве, по-видимому расист или нацист, непонятно кто, напал на человека африканской расы, бегает за ним с электрошокером. Запугал настолько человека, что ему пришлось забежать в Магнит и ждать спасения. Вообще ничего не святого. С ума сошли. Ну вот. Или послушайте, что говорят на передке у них, как они там белую расу будут защищать. Ну это же самый настоящий нацизм. Послушайте. Это война не за Украину.
Это война не за газ, не за нефть, не за НАТО, не, блядь, даже не за Крым, не за всю эту хуйню. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России. Если мы проебем, все, не будет больше. Не будет больше, блядь, нашей цивилизации. Белая, блядь, это просто конец, блядь, белой цивилизации на планете, потому что это все, что осталось. А как они снимали фильм, там, «Невероятный Каха» у них во время там карантина набрал огромные просмотры. А в чем весь смысл фильма? В издевательствах над кавказцами. Что они такие вот шашлычники, дурачки, оскорбляют их. В этом весь смысл фильма. И вот он им очень нравился. Ну, и вот это, помните, брат и не брат ты мне. В общем, все вот это и есть их, собственно говоря, культура и унижение других народов. И поэтому, конечно, эти народы нужно им помогать и освобождать. И здесь даже вопросов нет. Украинцы, вот посмотрите, мы тоже живем с очень отличающимся от нас народом бок о бок, с крымскими татарами. И посмотрите, насколько уважительно и с какой любовью мы друг к другу относимся. Мы ходим в крымско-татарские рестораны и восхищаемся их кухней. Мы восхищаемся Джамалой, Ахтемом Сейтаблаевым. У нас одна из лучших журналисток Севгиль Мусаева. Огромное уважение к Мустафе Джемилеву, который, просто совесть всей Украины. А посмотрите, как мы относимся друг к другу, к коренному народу Крыма, у которого есть все права защищены. И как они относятся. Более того, они захватили Крым и там унижают теперь наших братьев крымских татар. Потому что они унижают всех и везде. Вот, собственно говоря, и суть их. В общем, друзья, поэтому мы создали это наше объединение. Цель его будет помогать народам Кавказа в их освобождении от российского гнета. Будем это делать везде, в Украине, в Европе. Вот сейчас я в Страсбурге, и я здесь уже поднимаю эти темы в своих выступлениях. Друзья, резолюция по Северному Кавказу принята единогласно в Ассамблее. И я подал к ней поправку, которая предусматривает, что Гондон, Рамзан Кадыров и его все окружение, их должны преследовать и против них вести санкции, включая заморозку всех активов, в общем, заняться Гондоном. Такой теперь призыв идет к 46 государствам, членам Совета Европы, друзья. Вот такой привет Дондону. Так что выступал я здесь, в Ассамблее, и говорил о геноциде, который устроила Россия против сначала черкесов, потом чеченцев и ингушей, потом только чеченцев. В общем, все это рассказал, а Дондону отдельный привет. Конечно же, будем преследовать всех тех коллаборантов и подонков, типа Кадырова и всех его негодяев, которые позор чеченского народа и настоящих кавказцев. Друзья, вот для этого мы создаем такое объединение. Это наша протянутая рука народам Кавказа, который сегодня Россия, кстати, устраивает снова их геноцид. Посмотрите, в население Москвы и Петербурга 12% всей России. А посмотрите по потерям российских войск. Там же почти нет москвичей и петербуржцев. Кто там на первых местах? Буряты и дагестанцы. Вот и все. А почему? А потому что они русские. Их не жалко, и давайте их уничтожать. Вот новый геноцид происходит прямо на наших с вами глазах. Поэтому мы, конечно, все это должны остановить, протянуть руку помощи и поддержки. И вместе с вами, друзья, помочь освободиться этим народам и дальше идти вперед, развиваться, на что они абсолютно заслуживают. Российская зомби-империя должна умереть. Уже на этот раз окончательно. А мы сделаем для этого все возможное. Друзья, держим строй. Поделитесь этим видео.